А этим утром у нас в гостях депутат Народного собрания, председатель Ингушского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России Руслан Урсханович Гагиев. Доброе утро. Доброе утро. Рада вас приветствовать. И давайте начнем с того, вообще, что такое ДОСААФ? Ну, ДОСААФ – это добровольное общество содействия армии, авиации и флота. Нашей организации в прошлом году было 90 лет, и мы в течение всего года, 17-го, мы очень мощно ее отмечали. В итогом всего этого было мероприятие очень большое. Оно проходило в Волгограде, где мы, наше Ингушское региональное отделение ДОСААФ России, было представлено на этих площадках, на всех, вместе с нашими юноармейцами. И я очень был доволен тем, насколько мы грамотно, четко справились с этой задачей. Мы, конечно, организация, которая непосредственно работает с армией. Первые, которые задачи выполняем, это подготовка водителей для вооруженных сил Российской Федерации. Помимо этого мы выполняем и задачи народного хозяйства. Мы готовим специалистов для нашей республики, для Российской Федерации, готовим специалистов, водителей различных категорий. У нас для этого есть вся необходимая база, начиная от компьютерной техники и кончая автотранспортом. А какие формы работы внедрило в практику оборонное общество с допризывной молодежью? Ну, конечно, это одна из основных наших задач – работа с допризывной молодежью. Мы, по нашему обоюдному согласию, мы вместе с Министерством образования приходим в школы, работаем с нашими старшеклассниками, объясняем, рассказываем, популяризируем армию, помогаем готовить наших ребят к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Наши руководители автошкол, а их сегодня в республике 5, пока 5, мы, приходим в школы районов, городов и рассказываем учащимся о тех героях, о тех событиях, которые происходили в советские времена, о тех событиях, которые происходят в Новой России, и о той роли ингушей, выходцев Чечено-Ингушетии, Ингушской республики, которые своими славными примерами, своими подвигами прославляли и прославляют наш народ в армии, в рядах вооруженных сил. Мы рассказываем о том, насколько необходимы сегодня наши ребята в вооруженных силах Российской Федерации. Мы рассказываем о тех училищах, которые готовят офицеров, будущих офицеров. А пытаемся вместе с военкоматами Республики Ингушетия более плотно взаимодействовать, выявлять тех ребят, которые имеют большое желание продолжить свою жизнь в рядах вооруженных сил, о тех академиях, которые сегодня в Российской Федерации готовят специалистов высшего уровня. Вот эту работу мы проводим. Действительно, серьезные задачи стоят перед этой организацией. А вообще, кто может войти в ваше общество? Любой гражданин Российской Федерации, который, изучив наш устав, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, поддерживает его. Любой гражданин от 16 лет. А какие мероприятия, помимо обучения техническим профессиям, еще проводятся? Ну, как я сказал, мы взаимодействуем не только с нашими военкоматами, с Министерством образования, мы плотно взаимодействуем и с Министерством труда и социального развития Республики Ингушетия. Через них мы, через центры занятости, мы получаем
тех людей, тех будущих курсантов, которые на протяжении от 2 до 3 месяцев проходят обучение в наших автошколах, а этих автошкол сегодня в республике 5. Вот это прежде всего хорошие педагоги с большим опытом работы. Это очень современная техника, на которой проводится обучение и категории Б любителей, и категории С. Вот. Это прежде всего компьютерные классы, которые полностью удовлетворяют всем требованиям. Вот. Мы готовим вот этих специалистов для народного хозяйства. Вот вы сказали, 5 школ у нас в регионе. В дальнейшем планируется, да, расширение? И да, кроме 5 школ у нас есть еще авиаклуб, который открыт благодаря поддержке главы Республики Ингушетия. Вот, мы приобрели, значит, самолет Ан-2, который сегодня готов выполнить любую задачу, поставленную перед нами. Вот. Собрана команда единомышленников, который возглавляет Магушков Руслан. Это летчик, военный летчик, который летал на самых лучших истребителях военных. Вот. Сегодня он возглавляет. У нас есть команда парашютистов, которая представляет Республику Ингушетия на соревнованиях в других регионах. Вот эти 5 школ, которые есть, автошкол, конечно, планы хорошие, большие, и самое главное, они выполнимы, эти планы. Мы планируем открыть в этом году уже, значит, автошколу в городе Карабулак. Не автошколу, автокласс. Вот. Помимо этого мы планируем открыть, значит, автокласс в Малгобекском районе. Вот. Ну и я надеюсь, в следующем году мы уже будем задумываться о том, чтобы открыть автокласс в Джейрасском районе. Помимо этого у нас есть свои автодромы в Республике Ингушетия. Значит, 2 автодрома в этом году мы будем заканчивать. Один автодром нам предоставила любезно администрация города Малгобек, 1 гектар земли. И мы в прошлом году мы уже начали ремонт, строительные работы по этому автодрому. Но, к сожалению, из-за погодных условий мы его немножко приостановили. Вот сейчас погода нормализуется, и мы сразу продолжим эти работы. И второй автодром у нас есть в Судженском районе, 6 гектаров земли, которая нам передана, значит, уже достаточно давно. И мы сейчас, значит, будем тоже там, на этой площадке, создавать свой автодром. Вот. И потом это нам позволит, значит, уже, во-первых, на этих площадках готовить более качественно специалистов. Вот. Очень приятно мне отметить взаимодействие и с органами ГИБДД МВД Республики Ингушетия. Вот я сам возглавляю ДОСААФ Республики Ингушетия с 15 июня 2017 года. И за это время, конечно, сделано немало сделано коллективом трудовым. Мне очень приятно отметить, что, значит, из всех субъектов Российской Федерации только 6 субъектов, которые выполнили план, вот, в том числе и Республика Ингушетия. Это очень показатель хорошей нашей работы совместной с руководством, с автошколами. Вот. Я уверен, что те планы, которые мы наметили для себя, каждая автошкола и Ингушское региональное отделение, мы их, конечно же, выполним. Вот. И будем еще лучше, еще активнее работать и с военкоматом, и с министерствами и ведомствами Республики Ингушетия. Насчет аэроклуба вы сказали, что мы участвовали в соревнованиях в других регионах. Я думала, мы на любительском уровне или на каком мы стадии вообще находимся? Ну, конечно, команда у нас, она уже существует порядка 3 лет. Вот. Но самолет мы приобрели 2 года назад.
Вот. Самолет какое-то время находился у нас в другом субъекте, и с ноября месяца, с начала ноября месяца мы самолет вернули на нашу площадку. Он сейчас здесь. Мы в прошлом году несколько выбросов сделали нашей команды, но в этом году из-за погодных условий мы пока таких нет. Но с Министерством спорта Республики Ингушетия уже запланировано мероприятие, которое у нас уже подготовка к этому мероприятию уже у нас идет полным ходом. Вот, было уже несколько встреч у нас с министром спорта. Мы, в общем-то, все необходимые вот эти организационные вопросы уже как бы обсудили с ним. И в ближайшие, наверное, может быть, на следующей неделе уже вот эта команда, она уже будет собираться, значит, работать к тому, чтобы вот эти соревнования на точность приземления, которые, значит, глава республики одобрил эти соревнования, и команда уже начнет готовиться. Тогда поговорим насчет воспитательной работы. Вы еще говорили, что выезжаете в школы, такое патриотическое воспитание происходит, обучаете их там всему. Бывает ли такое, что вы получаете отзывы от своих воспитанников? Да, конечно. И очень приятно это получать. Отзывы. Мы, помимо, как я говорил уже, мы готовим для вооруженных сил, значит, водителей большегрузных машин. Вот. Это категория С. Вот. Это ребята, которые прошли обучение в наших школах от военкомата. Вот чтобы отобрать этих ребят, конечно, это тоже большая задача, вот, потому что вот вся эта работа по отбору, она очень щепетильна, очень много факторов там учитывается. Вот. Это и степень образованности ребят, это и дисциплина, это и сама коммуникабельность этих ребят. Вот эту всю работу проводят военкомат вместе с начальниками наших автошкол. Вот. Работа очень тяжелая, но с ней мы хорошо справляемся вместе. Вот. И когда наши ребята уходят в армию после того, как они получают, значит, обучение, получают права в ГИБДД, и когда хорошие, теплые отзывы получаем с тех воинских частей, где они проходили обучение, конечно, это как бальзам на сердце. Это уже чувствуешь о том, что ты действительно для республики делаешь и для этих ребят многое. Потому что сегодня это очень хорошая специальность. Вот. Хочу еще раз сказать, что те преподаватели, тот преподавательский коллектив, который сегодня есть, он уникален. 90 лет ДОСААФ мы в прошлом году отмечали. Вот. У нас очень люди, которые преподают вот эти все основы вождения, правил дорожного движения, они очень уже с большим опытом работы, очень грамотные, очень заинтересованы в том, чтобы наши курсанты как можно лучше восприняли тот материал, который необходим им для того, чтобы они потом впоследствии на протяжении долгих лет безаварийно ездили на дорогах Республики Ингушетия. Вот на прошлой неделе, да, буквально глава республики провел заседание. Тема «Безопасность на дорогах». И он, вы получили резолюцию. Что насчет этой резолюции и что вы планируете сделать? Мы, значит, действительно, на прошлой неделе было совещание очень большое. Оно проходило в администрации главы республики. Сам глава очень большое внимание уделяет безопасности на дорогах. Вот. На нем присутствовали все главы районов, городов, в общем, начальник ГИБДД Республики Ингушетия. Значит, очень много заинтересованных лиц там было. Вот. И очень те предложения, которые поступили на том совещании, они сейчас уже, значит, мы получили резолюцию с администрации главы Республики Ингушетия за подписью нашего
уважаемого главы республики. Вот, и мы уже начали работу, мы готовим уже ряд предложений по этим резолюциям, которые, одно из предложений – это создать комиссию, которая бы, значит, разобралась в том порядке организации вот этого учебного процесса, вот, чтобы усилить его, чтобы внести наиболее новые, наиболее перспективные методы преподавания, значит, в автошколах. Вот. И мы, конечно, поддерживаем, мы всегда будем идти в авангарде вот этих начинаний, которые идут от главы Республики Ингушетия, от его команды. Тогда касаемо вообще, какие задачи стоят перед вами, да, и что бы вы хотели бы видеть в течение этого года? Ну, задачи у нас, конечно же, большие стоят. Вот. Очень многого хочется сделать. Вот. И я уверен, что мы это будем делать, потому что другого пути у нас нет. Я ингуш, я также переживаю за республику и также хочу, как любой из нас, чтобы на дорогах было меньше аварий, чтобы дороги были хорошие, чтобы уровень преподавания был намного выше. Мы уже добились неплохих результатов. Вот я очень часто общаюсь с руководством ГИБДД Республики Ингушетия, и они уже отмечают тот факт, что уровень преподавания в наших школах заметно, вот за эти 7-8 месяцев заметно вырос. Мне это, конечно, очень приятно слышать. Вот, мы обязательно будем и наращивать и дальше свою работу с сотрудниками ГИБДД. На наши внутренние экзамены уже начали приходить, и это уже месяца, наверное, 2 идет, сотрудники ГИБДД на внутреннем экзамене. И проверяют нашу готовность к тому, насколько наши ребята подготовлены для того, чтобы они уже в ГИБДД сдали экзамен. И уровень сдачи экзаменов, да, повысился уже в разы. Мне это тоже очень приятно отметить. Очень много слов теплых могу сказать о тех автошколах и о том коллективе, который меня окружает. Вот у нас 5 автошкол, если позволите, я бы мог... Конечно. Значит, автошкола города Магаз. Вот у нас возглавляет ее Баркинхоев Ислам Халитович, человек, который всю жизнь проработал в системе ДОСААФ в Северной Осетии. Вот. Сегодня он приехал в Республику Ингушетия и помогает нам. Те лучшие традиции, которые там были, он сейчас пытается, значит, вот эти традиции закрепить в Республике Ингушетия, и мы, конечно, ему помогаем. Сама автошкола находится в городе Магаз по улице Гачханова, дом 18. Значит, буквально мы уже приобрели, значит, мотоцикл, новый мотоцикл. Вот. И не только машины, будут, да, не только, да, но и мотоцикл. У нас есть и иномарки, у нас есть и кроссоверы в автошколах, у нас и советские машины. Но это советские машины, это Гранта, это Приоры. Вот. То есть машины в очень хорошем состоянии прежде всего. Вот. Тоже могу сказать, вот школа ЦМО города Назрань. Возглавляет ее Арцыгов Хамадхан Мадгиреевич, который долгие годы проработал в системе ДОСААФ. Вот. С моим приходом я счел необходимым дать возможность ему поработать на должности начальника автошколы, и он очень активно взялся за это дело, собрал вокруг себя очень коллектив хороших единомышленников, молодых ребят. В этой школе, не могу не сказать, что в этой школе есть преподаватель, женщина, которая, значит, обучает женщин которая вождению. Сама там училась? Да, которая сама закончила эту школу. То есть плоды да. уже есть? Да, да, у нас очень много. Эта школа уже достаточно давно работает в Республике Ингушетия, и очень хорошие результаты вот начали давать сейчас. У нас автошкола Назрановского района, которую возглавляет Цычоев Хусейн Тарханович. Она находится в сельском поселении Плиево, улица Асканова, дом 1, рядом с новой школой. Вот. Цычоев Хусейн Тарханович, он очень известный
человек в республике Ингушетия. Вот. И когда я, значит, стал вопрос, кто возглавит эту автошколу, я даже ни на минуту не сомневался о том, что он легко эту школу поднимет на должный уровень, чем он сейчас этим и занимается. Мы буквально за вот эти последние 4 месяца оснастили наши автошколы новым оборудованием. То есть мы сделали 2 класса, вот, нашли средства для того, чтобы, значит, приобрести оргтехнику в эти классы. Мы приобрели 2 новых автомобиля, на которых сегодня проходит обучение наши курсанты. Это автошкола города Малгобек, про которую я тоже хочу сказать, что который возглавляет Хадзиев Ибрагим Юсупович, человек, который долгие годы тоже проработал в системе ДОСААФ, у которого есть очень хорошая такая коммерческая жилка, которая позволяет ему вот эту школу держать на должном уровне. Очень много новых идей у него, которые мы вместе пытаемся внедрить в нашу жизнь. Она находится в городе Малгобек по улице Базоркина, дом 66. У нас есть старая школа, Сунжинская автомобильная школа, которая находится в городе Сунжа, улица Гагарина, дом 14. Возглавляет ее тоже старейший наш директор школы Булгучев Хусен Магомедович. Человек тоже очень активной жизненной позиции. Вот. Я очень рад работать в этой команде. Вот. И, конечно, вот с такими ребятами, с таким коллективом мы добьемся очень больших результатов. Действительно, работа идет, результаты есть, а это самое главное. Да. Руслан Русханович, спасибо вам, что пришли к нам в гости. Мы желаем вам успеха во всем. Спасибо вам за вашу работу и доброе утро. Спасибо вам большое за приглашение. Уверен, что мы чаще будем здесь на ваших площадках появляться. Спасибо вам большое. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир.